Дмитрий Зурабович, добрый день. Большое спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. И самый главный вопрос. В народе очень активно обсуждается тема переноса выборов с марта 2025 года на январь 2025 года. Но вот насколько эта информация соответствует действительности и вообще в чьих полномочиях, скажем так, вопрос назначения выборов президента Абхазии? Спасибо за вопрос. Нам тоже в Центральную избирательную комиссию многие обращаются по этому вопросу, думая, что это в компетенции ЦИКа. На самом деле в полномочиях парламента назначение выборов президента Республики Абхазия, а проведение организации работы по выборам президента – это уже наши полномочия. Дело в том, что мы не можем лезть в полномочия парламента по назначению. Есть сроки проведения, которые там прописаны. Эти сроки говорят о том, что не позднее 1 месяца должны проводиться выборы президента, не позднее 1 месяца до истечения срока действующего президента и не ранее 3 месяцев. Вот. Это говорит о том, что выборы они могут быть проведены также в феврале или в марте, но срок действующего президента, он в любом случае, его полномочия заканчиваются в день инаугурации. Это 23 апреля. Вот. Поэтому, что касается переноса, я думаю, что это на уровне слухов. Вот. Но, тем не менее, парламент свои полномочия, он, я думаю, в конституционные сроки будет выполнять. И те сроки, которые предписаны Конституционным законом о выборах президента, они будут своевременно выполнены. Единственное, что я хотел бы отметить, что касается проведения выборов, мы, как только будет дата обозначена, вот, дата выборов, у нас в Центральной комиссии за 2 месяца до дня выборов мы начинаем регистрацию инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты. Также в этот 2-месячный срок добавляется еще 1 месяц для того, чтобы мы, Центральная комиссия, Центральный аппарат, подготовились и известили о том, что через месяц, условно говоря, после назначения даты выборов, что мы начинаем прием инициативных групп на регистрацию. Итого, какая бы дата ни была обозначена, в течение не позднее 1 месяца и не раньше 3, в этих рамках у нас должно быть не менее 3 месяцев для того, чтобы подготовиться, да, и провести выборы в соответствии с действующим законодательством. Это что касается вот, разграничения полномочий между парламентом и Центральной избирательной комиссией. Пользуясь случаем, да, придя в Центральную избирательную комиссию, к вам не спросить не могу, на какой стадии рассмотрения парламентом находится проект поправок в закон о выборах президента, который, кстати, представил Центральная избирательная комиссия. Ну, что касается наших предложений по поправкам, они были около года назад представлены в Народное собрание. Вот, и субъекты законодательной инициативы, депутаты, они его зарегистрировали. И сегодня в первом чтении этот проект, он принят. Но единственное, на что хотел бы обратить внимание. Конечно, этот вопрос в парламенте затянулся по поводу принятия или не принятия. Мы на высшую инстанцию не претендуем, но тем не менее наш коллегиальный орган, Центральная избирательная комиссия, единогласно она выработала эти предложения для того, чтобы их представить в парламент. В связи с чем это было связано? С тем, что в практике Центральной комиссии были судебные разбирательства, вы помните, самое ближайшее это было в 2019-2020 году, так как есть разночтения в законодательстве, чтобы их устранить, мы сделали свое предложение. Если они одобряются депутатами, то, конечно, надо точку поставить с этими предложениями до того, как они назначат дату выборов. Или они принимают наши предложения, или же они отклоняют. В любом случае, то решение, которое они примут, мы будем брать за основу и руководствоваться тем законом, который у нас есть, или с поправками. Вот. Другое дело, что после того, как парламент назначит дату выборов, если они вернутся опять к изменениям,
то это уже будет упущенное время, у нас возможности потом уже разъяснить новые правила нашим коллегам по всей Абхазии у нас времени уже не останется. Поэтому или они принимают, или отклоняют до назначения даты выборов. Я думаю, что это будет полезно и для них, и для нас, и для общества в целом. Хотелось бы отметить, что если наши предложения они будут отклонены, и никаких изменений выборного законодательства не будут внесены, тогда я хотел бы обратиться к тем заинтересованным субъектам, которые будут принимать участие в предвыборном процессе и выборном в целом, что не будут никаких, как это было на практике Центральной комиссии по поводу джентльменских соглашений. Это все было сделано потому, что законодательство, оно в некоторых правилах, они противоречивые. Но для того, чтобы проводить выборы, мы не имеем права ссылаться на джентльменские соглашения, только ссылаться на закон. Если он, еще раз повторяю, несправедлив, нормы закона, тогда мы свое предложение сделали. Если есть заинтересованные люди, компетентные, пускай они тоже свое предложение сделают. И самые лучшие правила, пускай они будут отражены в законодательстве. Если этих поправок принято не будет, тогда мы, еще раз обращаюсь к субъектам, которые в этом заинтересованы, мы никаких джентльменских соглашений принимать в Центральной комиссии за основу принимать не будем.